Хранилищем изначальных духовных ценностей и мировоззрений древних саха является Олонхо, шедевр устного народного творчества. Эпос донес до наших времен древние знания, утраченные обряды и уклад жизни прародителей саха. Известный якутский этнограф, историк, автор уникальных монографий по фольклору и устному народному творчеству саха Гавриил Ксенофонтов был убежден в том, что народная память в виде устных преданий хранит сведения о реальных исторических событиях. И, следовательно, можно пытаться восстановить эту историю путем тщательного сопоставительного анализа записей устных преданий. Мистико-героический эпос саха издавна привлекал внимание ученых и образованных людей. Возможно, сразу после вхождения Якутии в состав российского государства просвещенный люд начал интересоваться феноменом Олонхо. Первая научная и литературно обработанная запись Олонхо была сделана просвещенным якутянином Афанасием Уваровским. В 1848 году вместе с воспоминаниями Уваровского была напечатана и запись Олонхо «Рейдях, Бруйдах, Эрсолотов» с построчным немецким переводом. Олонхо было записано по памяти в Петербурге. Эпос был записан на якутском языке, алфавитом, созданным индологом и санскритологом Отто фон Гётлингом. Поражает богатство и изысканность языка этого произведения, записанного Уваровским. Запись Олонхо, мастерски воспроизведенного автором, является свидетельством необыкновенного таланта самого Уваровского, сумевшего передать красоту, богатство и особенность Олонхо. Все, кто сталкивался с Олонхо, все отмечали витиеватую красоту изложения, торжественность стиха, языковое богатство, необычное, почти оперное исполнение этих древних сказаний. Академик Александр Миндендорф в путешествиях на север и восток Сибири опубликовал Олонхо Эредельберге. Якутский текст этого Олонхо был перепечатан в образцах народной литературы якутов под редакцией Эдуарда Пекарского. Известный революционер, народоволец, русский фольклорист Иван Худяков, сосланный на вечное поселение в город Верхоянск, записал несколько Олонхо, сравнивал по красоте и величию эпос саха с произведениями великого Гомера. Другой исследователь, Вацлав Серошевский, который провел в Якутии 12 лет как полицейный, тоже оставил уникальную заметку по Олонхо, которые касаются исполнения этого эпоса, подобное итальянской опере. Серошевский был потрясен талантом олонхосутов того времени, видел в их творчестве нечто мистическое и таинственное, которое мало поддается уму обыкновенного человека. Олонхо, как шедевр устного народного творчества, сохранился благодаря Платону Аюнскому. В конце 20-х, в начале 30-х годов Аюнский записал по памяти крупный эпос Олонхо «Нюргун Батур Стремительный», собранный из нескольких десятков Олонхо. Его объем свыше 36 тысяч стихотворных строк. Олонхо Нюргун Батур Стремительный не полностью народный эпос. Это детище поистине великого Аюнского, выстраданное и порожденное им. В деле собирания и изучения Олонхо многое сделано нашими учеными Аюнским, Эргисом, Гавриилом Ксенофонтовым, Поповым, Васильевым, Пуховым, народным писателем Сораном Аллоном, фольклористами Сегенболо, Саввиным, Поповым и еще многими другими энтузиастами-собирателями. В Москве, Ленинграде и Якутске были изданы много Олонхо. И в наши дни продолжается интенсивное изучение эпоса народа саха.
Хотела бы рассказать об одной особенности Олонхо, глубинной связи этого эпоса с древними эзотерическими знаниями народа. Эпос донес до наших времен космологические знания прародителей Саха. Во всех Олонхо четко прослеживается трехмерное деление мироздания. Но это только условное разделение, а каждый мир имеет несколько ярусов. Это и есть особенное видение картины мира. Наши предки обладали глубокими, поистине космическими знаниями о Вселенной. Верхний мир, мир, где живет Илюмар Аитоен, Творец и Создатель всего. Также там обитают различные божества и небожители. Верхний мир состоит из 9 или 12 ярусов. Каждому ярусу соответствует определенное божество. Возможно, изначально божества символизировали планеты Солнечной системы, как и в мифологии древних цивилизаций Шумера, Египта и Греции. Срединный мир, мир людей и богоподобных духов местности, гор, рек, озер, лесов, полей. Мир людей – живой мир, все имеет начало и конец, все рождается и умирает, а сама жизнь бесконечна. Нижний мир – это мир демонов и бесов, скрытой негативной энергетики. Нижний мир более близок, чем небеса. Это своего рода антимир, противоположный земному, срединному миру. Все эти три мира взаимосвязаны, они не могут существовать друг без друга. Таково устройство мироздания. Эти ярусы Вселенной соединяют в единое целое священное древо Аллукмас, существо мыслящее и нравственное, которое заботится о благополучии всех живых существ срединного мира. Мировое древо держит всю Вселенную, упорядочивает мир. Возможно, мировое древо – это некое космическое явление. Может быть, это и есть прообраз магнитного поля Земли или некого единого энергетического стержня, держащего гармонию мироздания. Он представляет собой и начало, и конец. На ветвях Аллукмас рождаются души еще не родившихся детей. Потом через богиню Иериехси душа сначала вселяется в мужчине через макушку головы, через которую человек держит связь с верхним миром и Творцом. Потом мужчина во время соития передает душу будущего ребенка женщине. В корнях мирового древа покоятся души отошедших в иной мир людей. Потом эти души могут переместиться на ветви и дать начало новой жизни. Таков круговорот жизни. Все в мире как бы повторяется, но уже в ином плане. Жизнь течет по спирали. На самых высоких ветвях висят железные колыбели, в которых рождаются души шаманов. Пока стоит крепко Аллукмас, мир прочен и упорядочен. Олонхо имеет много граней и вариаций. Трехмерное мироздание в Олонхо можно истолковать и как духовное искание главного героя, поиск истины в себе и обретение себя. Герой путешествует в самом себе, борется со своими демонами, затем находит гармонию в себе, обуздав свою негативную сторону, духовно переродившись, постигает суть бытия. Главный герой Олонхо, низвергнув своих внутренних демонов, приняв свою человеческую суть, постигает высшую духовность, которую должен познать лишь через смерть физического тела.
Затем богатырь Аи заново воскресает, возвращается в свой мир, то есть в себя, гармонично сочетая в себе крупицы обоих миров, верхнего и нижнего, ибо земное бытие есть гармоничное сочетание доброго и злого начала. С этой точки зрения трехмерное мироздание можно истолковать в соответствии с духовным ростом личности. Верхний мир – наивысшая вселенская энергия. Это мир Ар-Аи. Ар-Аи – великая созидательная сила Вселенной. Это высшая ступень мироздания. А в самой человеческой сути верхний мир представляет сверхсознание и высшую ступень духовного развития. Срединный мир – живая космическая позитивная энергия. Это мир доброй земной энергии. В плане человеческой личности это сознание, делающее человека разумным. Обретая его, человек становится на путь духовного роста. Энергия с более низкой вибрацией – это есть нижний мир. Это подсознание в человеческой сути, подвергающее сомнению все помыслы человека. Это неверие в свои силы, своей исключительности и избранности. Это неприятие безграничной любви, дарованной Вселенной. Все эти три мира соединяет в единое целое мифическое священное древо, сакральный символ, соединяющий противоположные миры. Это и есть великий символ грани. Пока не стерта грань, хаос не наступит. В этом разделении мироздания также заключено философское видение добра и зла, а именно более упрощенное для понимания людей описание действий созидательных и разрушительных сил Вселенной. Чаще всего в Олонхо герой не уничтожает силы зла, а только не извергает их в преисподнюю. Устанавливается перемирие между добром и злом. Это и есть глубинное и философское видение традиционных понятий борьбы добра и зла. Эти понятия хоть противопоставлены в Олонхо, но они гармонично сосуществуют. Они есть изначально. Таков закон миростройства. Темное и светлое смешивается только в человеческом существе, но человек должен выбрать светлую сторону путем борьбы с самим собой. Первой крупной работой, посвященной Олонхо, явился труд Платона Юнского «Якутская сказка Олонхо, ее сюжет и содержание», написанное в 1927 году. Платон Алексеевич склонен был рассматривать Олонхо как историко-этнографический источник. Все три яруса мироздания в Олонхо Юнский в своих трудах порой рассматривает как географическое расположение. Верхний мир писатель считает прародиной Саха, это Малая Азия. Средний мир Олонхо – вторая родина якутов, степи Прибайкалья. Нижний мир – это северные края, где вечный холод и льды – это Арктика. Такого же взгляда придерживался и фольклорист Олонховед Иргиз. Глубокий знаток Олонхо, народный писатель Якутии Дмитрий Сивцев-Сурунамаллон считал, что Олонхо для якутского народа есть энциклопедия мудрости, его искусства и поэзии. Это музей, где собран весь алмазный фон поэтического гения этого народа, все вершины духовного и материального творения его прошлого. Первой крупной работой, посвященной Олонхо, явился труд Платона Юнского «Якутская сказка Олонхо, ее сюжет и содержание», написанное в 1927 году. Платон Алексеевич склонен был рассматривать Олонхо как историко-этнографический источник. Все три яруса мироздания в Олонхо Юнский в своих трудах
порой рассматривает как географическое расположение. Верхний мир писатель считает прародиной Саха. Это Малая Азия. Средний мир Олонхо – вторая родина якутов. Степи Прибайкалья. Нижний мир – это северные края, где вечный холод и льды – это Арктика. Такого же взгляда придерживался и фольклорист олонховед Иргиз. Глубокий знаток Олонхо, народный писатель Якутии Дмитрий Сивцев-Сурунамаллон считал, что Олонхо якутского народа есть энциклопедия мудрости, его искусства и поэзии. Это музей, где собран весь алмазный фонд поэтического гения этого народа, все вершины духовного и материального творения его прошлого. В Олонхо сохранились древние обычаи, связанные с магией, проведением обрядов и культов. Все эти священнодействия связаны с древними космическими знаниями и понятием трехмерного мироздания. С жрицами, связывающими вселенские силы, изначально с древнейших времен были прекрасные девы, девы Удаганы. Эти тайные, идущие из загадочных недр веков, знания сохранились у народа Саха. В Олонхо глубинная память народа пронесла сквозь тысячелетия образ небесной белой шаманки Аи Умсурудаган. Она и есть чарующая магнетическая сила женской души. Изначально сакральные обряды, посвященные и восхваляющие белое солнце Ар-Аи, совершали девы-жрицы Удаганы. Только женская, трехмерная человеческая душа имеет сверх посвящения магии живого огня, через который создается гармонизация окружающего мира. В Олонхо мир стремительный, Платоном Авинском приведены образы небесных космических шаманов. Хюгель Джинудаган, дочь солнца Тайона, Уйбал-Джинудаган, дочь луны Хатон, Айбал-Джин, дочь большой медведицы, Нолур, дочь Цолбан-Тайона, Сеймель-Джин, дочь Плеяд и еще безымянная дочь звезды. Они совершают обряд очищения от скверны Нижнего мира через смерть и воскрешение. В некоторых Олонхо небесные шаманки оживляют мертвого, но оживляется лишь безбременно убитый. Удагана побеждает не смерть вообще, а индивидуальная смерть. Для этого также нужна гармония верхнего и нижнего миров. С разрешения божества смерти через небесных шаманов участвуют космические силы верхнего мира при возрождении космического посвященного богатыря Аи. Олонхо народа Саха, как и другие мифы, овеяно колдовством, мистикой и магией. Магия и мистика являются неразрывной частью эпоса. Мистика является выражением глубинных психологических переживаний человека, а магия есть форма отражения, использования непознанных, еще таинственных сил природы и особых способностей человека. И сам сказитель Олонхосу является призванным духом предков, посвященным особого уровня, как и шаман. Изучение Олонхо в эзотерическом аспекте еще предстоит.